Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Петр Васильев. Подготовка к международным спортивным играм «Дети Азии» в самом разгаре, даже, можно сказать, подходит к своему логическому завершению. Спортсмены находятся в приятном и волнительном ожидании начала соревнований, идут последние приготовления организационного комитета, ну а зрители, в свою очередь, готовы занять места на трибунах. О том, как проходит подготовка сборной Якутии по художественной гимнастике к самому ожидаемому спортивному событию года, мы поговорим сегодня с нашим гостем, исполнительным директором Федерации художественной гимнастики Республики Саха-Якутия Вячеславом Ефимовым. Вячеслав, добрый вечер. Добрый вечер. Я предлагаю немножко сначала окунуться в историю и вспомнить участников игр «Дети Азии» прошлых лет. Вот кто у нас самая яркая, так скажем, звезда художественной гимнастики, проявившая себя на играх предыдущих лет? Предыдущие игры у нас состоялись в 2022 году во Владивостоке. Наша команда была представлена в составе групповой команды 6 человек, и 2 девочки участвовали в личном зачете. Вот. Сейчас девочки, которые выступали в индивидуальном зачете, Зарина Борисова и Даша Христофорова, они в прошлом году выполнили нормативы по название мастера спорта России. Соответственно, вот Зарина уже получила приказ в этом году оформленный, и ожидаем еще у Даши приказа. И групповая наша команда, она продолжила свои занятия, несмотря на то, что Дети Азии закончились, но этим жизнь не заканчивается. Вот, соответственно, они готовились у нас на базе художественной школы гимнастики в городе Ульяновске. Они тоже выполнили нормативы мастеров спорта. Сейчас мы тоже оформляем на них документы. То есть наши гимнастки, они развиваются дальше, несмотря на то, что уже не могут участвовать в играх этого года. Ну, такой получается классный старт, классный трамплин для большой спорт. Да, конечно, это хороший старт, потому что дети активно готовятся к играм «Дети Азии», и потом в этом же режиме продолжают заниматься, готовятся к другим соревнованиям, выполняют свои нормативы и улучшают свое мастерство. Вячеслав, я хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю программы можно по номеру телефона 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914 235 05 02. Вот мы сегодня с вами обсудим очень много тем касательно подготовки к играм «Дети Азии». В первую очередь хочу спросить, как ведется именно спортивная подготовка, спортивная составляющая маленьких гимнасток. Ну, у нас, получается, в прошлом году мы сформировали состав сборной. В апреле месяце провели отбор. У нас приехала старшая тренер. Старшим тренером у нас является Дудкина Ксения Павловна. Она олимпийская чемпионка, старший тренер сборной России. Вот, по приглашению президента Федерации она приехала к нам, провела отбор из всех гимнасток республики. Сформировали мы групповую команду из 6 человек. И с мая месяца прошлого года они готовятся в Москве на базе спортивного комплекса «Новогорск» на одном ковре фактически со сборной России. А вот какие особенности подготовки для игр «Дети Азии» этого года можно отметить у спортсменок? Как их программа отличается, допустим, от подготовки прошлых лет? Ну, во-первых, поменялись правила и, соответственно, другие упражнения, другие предметы. Программа сильно усложнилась, стала более насыщенная, более зрелищная. Так что, я думаю, наши девочки порадуют зрителей, которые придут поболеть за нашу команду. А мы можем сегодня говорить о том, что будет в программе соревнований? Ну, мы можем говорить о том, что будут показывать на ковре? будет все очень зрелищно. А какие-то сложности есть? Может, с чем-то столкнулись в процессе подготовки? Ну, сложности, да, есть, потому что дети находятся фактически все время в Москве, мало видятся со своими родителями, которые остались здесь, в Якутске. И это тоже накладывает определенные психологические особенности на детей. Вот, ну, соответственно, помогаем им разрядиться, устраиваем какие-то мероприятия, там, танцевальные уроки, чтобы дети немножко отвлеклись. Не только чтобы была спортивная жизнь, спортивная составляющая, но какое-то развлечение в их жизни. Ну, то есть и физическая сторона, и моральная, все это, Да. так скажем, прокачивается. Вот хочу поговорить про моральную составляющую художественной гимнастики. Я честно видел в интернете, допустим, как Ирина Александровна Винер, как у нее какие порядки происходили раньше в художественной гимнастике. Вот хочу спросить, как работают с якутянками.
Я бы отметил, что очень хорошо. Да, лично я считаю, что самый лучший тренер — это самый требовательный тренер, который не спускает с детей, не дает им расслабляться, но в то же время он понимает их проблемы, понимает их какие-то физические возможности и может это регулировать. Соответственно, Ксения Павловна и ее команда — это те люди, которым мы безгранично доверяем, видим их работу, как они работают с нашими девочками, как они их поддерживают. И я бы сказал, что девочки выходят с тренировки очень уставшие, до последней капли сил из них все выжимают, но они выходят с тренировки, улыбаются, они веселые, они обмениваются какими-то мнениями, шутят друг с другом. Поэтому это не может не радовать. А психолога привлекаете? Психолога мы привлекали вместе с Центром подготовки спортивного резерва республиканского, но, к сожалению, она работает только с силовыми видами спорта, там, где есть единоборство. А конкретно в Москве с девочками нет, сейчас не работает психолог, но у нас очень хороший состав тренерский. У нас, кроме Ксении Павловны, еще у нас работает Анна Сергеевна Куликова, у нас работает хореограф Вадим Зазуля. И, соответственно, стратегия тренерская построена на то, чтобы у детей было больше спортивного опыта, чтобы они восполнили весь тот спортивный, соревновательный комплекс, который есть у их соперников, которые, допустим, живут там либо в каких-то центрах гимнастики, где соревнования там всероссийского уровня проходят, если не раз в месяц, то там раз в 2 месяца, и они постоянно нарабатывают опыт соперничества с опытными своими соперниками. Поэтому сейчас у нас график построен именно на соревновательном уровне хороший, и мы думаем, что к детям Азии дети подойдут психологически очень готовыми к спортивным соревнованиям. Да. Я предлагаю еще, вы отметили про подготовку, про работу с конкурентами. Предлагаю поговорить немного вот о чем. Художественная гимнастика очень такой красивый, женственный, элегантный вид спорта, но я уверен, что все-таки это, так как это спортивное соревнование, там же есть конкуренция жесткая. Да. Как между собой взаимодействуют девочки как в личном, так и в командном зачете, так скажем? Есть ли там какие-то жестокие подковерные, заковерные игры? Нет, подковерных, заковерных игр их нет. Это, в принципе, принцип, наверное, вообще проведение соревнований уровня «Дети Азии», когда к нам приезжают гости из разных стран, из других регионов России. То есть дети сами между собой, командами, они много общаются. Они делятся опытом, они видят, как готовятся их соперники, как разминаются, психологически настраиваются. В общем, не замечено ни у нас здесь, в Якутии, ни когда игры проводились во Владивостоке, каких-то таких подковерных моментов, чтобы там насолить соперникам, чтобы они потеряли какое-то психологическое равновесие, нет. Я тут немножко не про насолить, еще имел в виду, скорее всего, многие говорят, что якутские спортсмены, вне зависимости от вида спорта, у нас они очень добрые и спокойные. У нас гимнастки тоже добрые и спокойные, или готовы собраться и все-таки доказать? Они добрые и спокойные, но они, естественно, хотят показать максимальный результат, показать все, что они сейчас подготовили к этим играм. И вырвать победу сможет. Вырвать победу они хотят, да, у своих соперников, даже у самых сильнейших, которые к нам приедут. Мы надеемся, что будут бороться до конца. Вячеслав, все-таки художественная гимнастика — вид спорта, любой вид спорта травмоопасен без исключения. Хочу поговорить про медицинское сопровождение спортсменок, тем более таких юных. Как организована здесь в этом плане работа? У нас есть Центр спортивной медицины, который здесь работает у нас в Якутске. Соответственно, девочки проходят усиленное медицинское обследование раз в полгода к детям Азии. И выделяется специальное питание? Витамины для, получается, улучшения самочувствия спортсменов, которые разрешены официально. И
Да, поскольку девочки тренируются на одной площадке со сборной России, соответственно, там соответствующее питание для данного вида спорта. И То есть еще и важно соблюдать определенную диету, насколько я да, понимаю. поскольку это все-таки художественная гимнастика, это эстетический вид спорта, то, соответственно, девочки находятся на диете, но при этом у них, поскольку идут большие физические нагрузки, они должны получать достаточное количество углеводов, белков, и, соответственно, вот данная площадка позволяет это реализовать. Ну, никаких крайностей, я, так, насколько понимаю, быть не может здесь. Да, то есть крайность, конечно, низкокалорийного питания, она дает свои какие-то плоды. Да, слишком усиленное питание тоже будет усложнять работу девочкам. Вот, поэтому оптимальный вариант, который уже сложился годами. Вячеслав, я хочу поговорить еще про сборную, вот, которая по художественной гимнастике, которая формируется, сформированная, вот, тренируется, как вы сказали, в Москве, живет уже практически год, вот в апреле будет. Как отбирали спортсменок? Ну вот у нас, получается, в прошлом году состоялся молодежный фестиваль «Мусустар» в качестве хедлайнера. Вот организаторы фестиваля привозили Ксению Павловну Дудкину, и наш президент федерации Людмила Валерьевна Николаева с ней встречалась и предложила ей стать старшим тренером. Вот после этой встречи как бы реализовали отдельно ее приезд сюда, в Якутию, и отбор гимнасток. Кроме того, у нас еще же сформирована сборная в личном составе, и в состав, получается, индивидуального первенства у нас вошли девочки самые сильные, которые показали себя в прошлом году на первенстве республики и в других всероссийских соревнованиях. Сейчас у нас, получается, первый состав две личницы и второй состав две личницы. И с личницами у нас работает непосредственно Виолетта Никифорова Иванова, которая была чемпионкой игр «Дети Азии». Не помню какого года, по-моему, 2000-го. По-моему, тоже 2000-го. Да. Или... Вот. И то есть это звезда нашей художественной гимнастики республики. И мы очень гордимся, что именно она сейчас ведет наших девочек. То есть к такая этим преемственность поколений. Да. Абсолютная. А вот по каким критериям отбирали, кстати? Ну, получается, провели непосредственно первенство республики, и девочки, которые набрали наибольшее количество баллов, вот, они и составили основной состав. А вот те, кто не вошел в этот основной состав, они, насколько я понимаю, в каком-то, ну, так скажем, кадровом спортивном резерве, да? Да, у нас, поскольку республика принимает игры, то мы выставляем два состава. У нас второй состав тренируется здесь, в Якутске. На базе 25-й школы у нас там профессиональный зал, профессиональный ковер. С ними работает Александра Андреевна Бронских. Они также, получается, проходят усиленно мастер-классы с приглашенными тренерами и обновили тоже свою программу в соответствии с правилами, усилили ее максимально, насколько это возможно для девочек, которые в этой команде состоят. И мы тоже надеемся, что они покажут хороший результат. И кроме того, у нас, да, есть еще резервный состав, то есть девочки, которые не вошли ни в первый, ни в второй состав, они у нас находятся в резерве. Соответственно, в случае, если кто-то из девочек будет выбывать по каким-либо причинам, то они смогут заменить их в программе. Вот вторая сборная, про которую мы с вами поговорим сегодня, они будут выступать, насколько я понимаю, с той же самой программой, что и первая? Нет, у них своя отдельная программа, у них там своя музыка, своя постановка, свой, соответственно, свой стиль, свой колорит. То есть мы вот как республика, как принимающая сторона в полном вооружении идем, аж сразу с двумя, так скажем, разными программами готовы впечатлить. Да, у нас две программы. По составлению программы мы придерживаемся, как и в прошлые годы, чтобы хотя бы одна композиция была с элементами национальной музыки, в костюмах национальный колорит обязательно. Вот. И тем самым мы немножко как бы поддерживаем культуру своей родной республики на таких международных соревнованиях. Я, насколько помню, в 22-м году для соревнований специально писали музыку для выступлений. Да, соответственно, программу составляли, когда собирали этническую музыку
специальный Костюмы шили даже обученный специально. человек, Да, который да-да-да. мастер в этом, то есть он отбирал композиции, которые могут ну, представлять интерес, составлял из них одну композицию, и получилась у нас, да, очень интересная программа. Она стала изюминкой игр, и многие наши гости приезжие отмечали, что это очень интересно выглядит, как национальная республика представляет свои интересы. Я с вами соглашусь, потому что я был тоже на играх 22 года, собственно, освещали мы это мероприятие, и даже далеко не все иностранные делегации, которые были, они выступают под свою собственную традиционную музыку. Там зачастую Да. какой-нибудь джаз, фанк, ну вот что-нибудь, так скажем, веселое. Да. Мы сегодня говорим много о том, что у спортсменок очень сильно загруженный график, буквально тренировки с понедельника по воскресенье. Как с учебой дела обстоят? С учебой, да, мы, получается, по нашей рекомендации родители перевели детей на дистанционное обучение. То есть, кроме того, что они тренируются, в свободное время они выполняют задания, которые им присылают учителя, и они отправляют учителям выполненные задания. Будем наверстывать учебу после игр «Дети Азии». Но, опять же, опыт у нас уже есть с предыдущими командами, которые тоже в таком же режиме тренировались. И девочки у нас успешно заканчивают школу. Нет у нас ни одной девочки, которая отстояла бы по учебе, по общеобразовательной школе. Ну, во-первых, и учителя идут навстречу, директора школы идут навстречу, потому что понимают, что да, у них сейчас загруженный спортивный период, но школьную программу дети все равно освоят и все равно закончат школу хорошо. Потому что дети у нас очень целеустремленные, соответственно, амбициозные, и они эти вопросы не оставляют на самотек. Ну, я уверен, что если они вот такие большие достижения уже сделали как для попадания в сборную, так и, в принципе, в художественной гимнастике, то и школу у них закончить, безусловно, найдутся и силы, и время, и возможности. Вячеслав, еще хочу уточнить такой вопрос. Вот эти две сборные, они набирались здесь из, так скажем, жителей Якутска? Или приезжали участники из разных районов? Приезжали, да, участники из разных районов. У нас вот девочки, которые в индивидуальной программе выступают. У нас одна девочка из Мирного, Наргиза Демидович, две девочки у нас из Нейрингри, Медведева Ксюша и Горбушка Валерия. И одна девочка представляет Якутск, Сивцева Алина. Потому что, я, насколько знаю, у нас хорошие школы в Нербинском районе, в Хангаласском районе существуют, в Чурапчинском районе. Вот с ними как-то взаимодействует федерация? Да, мы взаимодействуем, мы их приглашаем, соответственно, на все наши мероприятия. На первенство республики они приезжают, активно участвуют. Просто эти коллективы пока недавно созданы, у них еще нет такого опыта, но они подают большие надежды, что они тоже будут претендовать на то, чтобы входить в сборную республики в следующих годах. А вот мы сегодня еще упомянули Виолетту Иванову. А как в целом часто участники игр «Дети Азии» именно по художественной гимнастике вырастают в тренеров большого спорта уже? Ну, вообще у нас сейчас ведется работа со всеми сборными, с которыми мы работаем как федерация, над тем, чтобы девочки потом переходили в тренерский состав нашей республики. У нас на данный момент есть соглашение с Министерством образования, с Министерством спорта нашей республики. Нам выделяется квота на то, чтобы наши девочки поступали в Институт Лесковта в Санкт-Петербурге. И у нас одна девочка уже закончила, приехала, сейчас работает у нас в Якутске, это Виктория Велькер. И девочки у нас сейчас учатся и готовятся к своей тренерской судьбе здесь, в республике. Они возвращаются сюда. Да. И здесь будут тренировать уже. Вот, кстати, про соревнования между клубами хочу поговорить. Как у нас они организованы? Сейчас очень активно все клубы организовывают свои соревнования, видят эффект на своих детях, что там одно соревнование, оно заменяет, несколько тренировок. И дети очень сильно меняются, когда у них есть соревновательный дух, настоящие соревнования, настоящая конкуренция. Они воспринимают тренировочный процесс уже по-другому. Сейчас у нас построен график, и фактически у нас каждый месяц проходят соревнования. Либо клубные, либо федерация проводит республиканские. У нас активно проводят Нерюнгри свои соревнования, как минимум 2 раза в год. Вот, поэтому у нас очень насыщенный соревновательный график. Немножко, да, у нас и внесены изменения в связи с тем, что у нас игры «Дети Азии» летом состоятся, поэтому все клубы, все тренеры пытаются сейчас свои соревнования провести так, чтобы они
не пересекались с играми Дети Азии. Мгм. Ну а если в целом говорить про Федерацию художественной гимнастики, какие планы на этот год вот, после Детей Азии? Ну, планы большие очень. Конечно, мы хотим, чтобы наши девочки продолжали заниматься, достигали наивысших результатов в своей карьере, выступали на всероссийском уровне очень хорошо. Ну, опять же, по опыту, то есть мы наших спортсменок доводим до звания мастеров спорта. Это тоже мы ставим себе в задачу не упускать. А из больших планов, конечно, мы хотим, чтобы наши девочки входили в сборную России, выступали на Олимпийских играх. Это наша самая большая мечта, самая такая сокровенная, которую мы хотим обязательно достичь. Вот. Кроме того, мы хотим, чтобы школа нашей художественной гимнастики, она была прославленной, чтобы воспринималась во всей нашей стране как значимая и активно развивающаяся. Ну, нас знают на Дальнем Востоке, как минимум, насколько я понимаю. Мы очень хорошие успехи делаем. Мы очень хорошие успехи делаем на Дальнем Востоке. Наши девочки активно и хорошо выступают на первенстве Дальнего Востока, на чемпионате Дальнего Востока. Это уже традиционно, что наша команда одна из сильнейших на этих соревнованиях. Вот. Но кроме того, мы хотим еще и выйти на российский уровень. Вот сейчас у нас из самых больших достижений у нас вот групповая команда, которая первый состав к Детям Азии, они заняли 5-е место на всероссийских соревнованиях юные гимнастки России. Это очень престижное всероссийское соревнование. То есть такого результата наша республика еще в истории нашей не давала. И мы хотим, чтобы мы закрепились в этом статусе и ежегодно приносили как минимум такой же результат. Вы сказали, хотите попасть в сборную страны. Да. Насколько это сложно и вообще что для этого делать? Конечно, это сложно. То есть это лучшие спортсмены, лучшие гимнастки страны, которые прошли многотысячный отбор, которые занимаются там с самого раннего детства, конкурируют с одними из лучших гимнасток между собой, и из конкуренции лучших из лучших, соответственно, в сборную пробиваются только самые-самые избранные. Вот. И мы, конечно, очень надеемся, что кто-то, может быть, даже из этих гимнасток, которые сейчас будут выступать на играх Дети Азии, сможет потом нас порадовать выступлением на Олимпийских играх. Мгм. Ну, то есть самое главное условие для попадания в сборную России — это огромное количество спортивных мероприятий за спиной. Да, Соревнований. это спортивные мероприятия, это рейтинг, это, соответственно, нужно доказать не просто своим желанием, но еще и результатами, чтобы труд, который затрачен, был оценен судейским составом. А судьи у нас тоже, получается, это фактически лучший судейский состав мира, можно сказать, потому что художественная гимнастика родилась в России. Самые лучшие результаты в мире показывают российские спортсменки. Самые известные спортсмены Самые российские. известные спортсменки в художественной гимнастике, они из России. Соответственно, это очень-очень высокий мировой уровень. Мгм. Вот хочу еще спросить такой вопрос. У нас очень много соревнований проводится в республике по художественной гимнастике. Какие планы на этот год? В этом году у нас, получается, мы проведем республиканские соревнования свои в апреле. Мы в прошлом году выиграли конкурс на проведение второго этапа спартакиады школьников по художественной гимнастике. Вот. Правда, в связи с ремонтом «Триумфа» это соревнование перенесено в Нерюнгри. Но, Это может даже быть, классно. это даже и к лучшему. Во-первых, Нерюнгри ближе, соответственно, к Дальнему Востоку. Туда могут наши гости приехать по железной дороге. Вот. Кроме того, это возможность жителям Нерюнгри прийти и поболеть за такой красивый вид спорта. Ну и плюс это импульс к развитию спорта внутри города, внутри района. Да, соответственно, район активно готовится. Соответственно, они приобретают специализированный инвентарь для проведения этих соревнований.
который будет потом использоваться и для соревнований внутри самого района, и, соответственно, для тренировочного процесса. Мгм. Вот предлагаю немного закрыть тему попадания в сборную России. Не жалко отдавать спортсмена туда, на Запад? Вот совсем не жалко. То есть для нас это такое достижение, такой стимул, что гимнастки, которые были выращены в нашей республике, попадут на самые престижные соревнования в мире, еще и если они там, соответственно, выступят хорошо и станут звездами мировой художественной гимнастики. Мы будем ими только гордиться и посылать им только лучи добра. Мгм. Вячеслав, предлагаю вернуться к теме игр Дети Азии. Подготовка активно ведется. Я уверен, что познакомились хотя бы одним глазком с, так скажем, конкурентами. Да, сейчас вот старший тренер этим и занимается, С соперниками. Да? изучает сейчас состав наших соперников. Официально вот 1 марта закончился прием заявок на игры. Пока мы, конечно, не загадываем, что мы прям всех победим на этих играх Дети Азии, но хотим выступить максимально хорошо, улучшить прошлогодние, получается, результаты прошлых игр, и очень надеемся на медаль в этом году. Мгм. А если так в разрезе лет смотреть, какие сборные, каких стран, каких регионов нашей страны самые сильные вот в данном виде спорте? Да, у нас самый сильный регион в России — это все-таки Москва, потому что это такой центр притяжения всех спортсменов со всей страны. Соответственно, там самая жесткая школа, самая жесткая конкуренция, которая порождает, соответственно, самых сильных спортсменов. Кроме того, у нас Омская школа очень сильная, соответственно, они приезжают от сибирского региона. У нас Татарстан очень сильная школа гимнастики, которая тоже поставляет своих спортсменов в сборную страны на такой достаточно стабильной основе. Вот, соответственно, мы готовимся с ними конкурировать. Из иностранных делегаций, наверное, одной из самых сильных является Казахстан, Узбекистан, Киргизстан. Соответственно, мы тоже ожидаем, что там будут весьма сильные спортсмены. То есть наши коллеги из ближнего зарубежья. Да, у Спортсмены. которых тоже очень сильна советская школа художественной гимнастики, которые ее продолжают, поддерживают на должном уровне. Вот. Вячеслав, хочу еще такой вопрос задать. Вам не кажется, что последние лет 10 у нас в городе, в республике в целом настоящий такой бум художественной гимнастики, интерес огромный? Вот я часто бываю на различных соревнованиях, детей, просто 20-30 человек в одном помещении занимается. Вы тоже, с чем связываете? Художественная гимнастика, я считаю, что это лучший вид спорта для девочек, специализированный для девочек. Понятно, что девочки сейчас могут заниматься там и борьбой, и боксом, и это тоже популярно, но все-таки вид спорта, который формирует девочку как девочку, прививает ей чувство эстетики, развивает ее физически, это все-таки художественная гимнастика. И, соответственно, мы хотим, чтобы наш вид спорта в республике стал базовым для девочек. Есть такое убеждение, что вот художественная гимнастика, фехтование, иконная езда — это спорт для богатых. Согласны ли? Нет, здесь я не согласен конкретно с художественной гимнастикой, потому что у нас есть очень доступные клубы, у нас есть группа в ДЮСШ, которые занимаются здесь, в Якутске. У нас все спортсменки в городе Мирном занимаются на базе ДЮСШ, это все бесплатные занятия. В Нерюнгри девочки занимаются, тоже у нас есть там и спортивная школа, где занятия проходят бесплатно, и в Нерюнгри есть тоже и клуб, в котором платно девочки занимаются. И, в принципе, даже если рассматривать коммерческий вариант занятий, это тоже не баснословные деньги. Во-первых, девочки занимаются в группе, и оплата за групповые занятия можно сравнить с любым кружком, который может ребенок посещать, в принципе, на тех же сопоставимых условиях. Это связано еще и с тем, что мы тоже конкурируем у себя внутри за человеческие ресурсы, за самых способных детей. Поэтому цены здесь, они не могут никак
быть гораздо выше. В любом случае, если у ребенка есть стремление, здесь цена не самое главное. Да, конечно. Вячеслав, а как понять, что у ребенка есть склонность к художественной гимнастике? Вот смотрю я на свою условную дочь. Вижу, она стройная, складно сложенная, вроде бы гнется. Как понять, что ей подходит именно художка? Ну, если рассматривать со стороны родителей, родители все равно предвзятые люди. Так вы, конечно, на свой взгляд никогда не определите, есть у ребенка склонность к этому или нет склонности к этому. Поэтому я всегда рекомендую обращаться именно к специалистам, чтобы детей родители приводили к тренерам. Соответственно, тренер тоже там, с первого взгляда он не может со стопроцентной гарантией сказать, что это ребенок очень талантливый и у него ждет там, большое будущее в спорте. Ребенок должен походить, позаниматься, все попробовать, привыкнуть к тренировочному процессу, выйти на соревнования, проявить себя именно в спортивной среде, в конкуренции. И тогда тренер может сориентироваться и сказать, да, у этого ребенка есть склонность к занятиям именно в спортивной группе. Но это тоже определяется со временем. А здесь мы можем говорить о гибкости характера, о гибкости психики ребенка? Здесь не только, так скажем, физическая гибкость важна. Здесь, конечно, много составляющих, кроме физической. Да, есть и там, ментально, есть, в принципе, такое еще понимание, что тренер и ученик должны найти друг друга. Бывает, Связь, что да, с одним тренером ребенок занимается, и ему там что-то не нравится, как проходят занятия, не нравится, как общается тренер. как с детьми происходит конкуренция. А, допустим, приходит другой тренер, и этот ребенок становится самым золотым, самым желанным в его коллективе. Ну и, соответственно, предыдущий тренер, у него тоже есть свои ученики, с которыми у него хорошая связь, их получается хорошо развивать, этих детей. Ну и самое главное здесь учитывать интересы ребенка, и насильно ни на какие кружки, в том числе и на художественную гимнастику, не записывать. Ну, во-первых, этого конкретно с примером художественной гимнастики и не требуется, потому что дети стремятся попасть на кружки, и у каждого тренера есть еще там лист ожидания для того, чтобы записаться в группу при освобождении мест. Даже так? Даже так. Вячеслав, то есть начинать занятия в любом случае стоит хотя бы попробовать? Попробовать, конечно, нужно, потому что ребенок должен походить, освоиться, понять, как проходят занятия, подходит это ему или не подходит, посмотреть соревнования, посмотреть записи там, великих спортсменов, которые сейчас у нас сеть интернета очень развита, и, соответственно, есть дети, которые посмотрели выдающихся спортсменов, тыкнули пальцем в телевизор, сказали, я хочу быть как она? там, да, хочу быть как она. Вячеслав, в заключение, все-таки тема у нас сегодня подготовка к играм Дети Азии. Главное событие спортивное этого года, безусловно, именно они. Какую поддержку ждут от зрителей и от болельщиков нашей гимнастки? Конечно, мы ждем, чтобы у нас пришел полный зал зрителей, чтобы активно болели за наших девочек, за всех, кто выступает. Ну, конечно, самые теплые, самые живые овации мы ждем именно здесь, в Якутске, при проведении наших игр. И надеемся, что горожане и плюс гости нашей республики придут и заполнят трибуны и окажут самую шумную, самую активную поддержку. Ну, я уверен, что наши болельщики все-таки своих всегда поддерживают. Будем болеть вместе со всеми. Вячеслав, желаю вам плодотворной работы и, конечно же, достижения желаемых вершин. Спасибо. Благодарю еще раз за интересную беседу. Но я напомню, на этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами был Петр Васильев. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.